Вагнер я добровольно пошел, потому что в других подразделениях тогда по возрасту не брали, а в Вагнере до 55 брали. Потому мне пришлось ехать в Молькино и устроиться там на работу. Расскажите, пожалуйста, вообще, правда вот эти вот кувалды, довольно сурово там или как? Ну, лично не сталкивался, потому что мы не нарушали. Ни пьянки, ни наркомании, ничего не было. Мы пришли воевать и воевали. С нами половина была как бы кашники, то есть, которые подписали контракт с мест лишения свободы. Мы тоже практически половина, которые добровольно пришли. А какое-то особое отношение к тем, кто... Не, там никакого особого отношения нету, просто кашники, ну вот это, они по контракту, они 6 месяцев, день в день они уходили. То есть у них подписали помилование, и они уходили. А для остальных добровольцев это как бы до окончания, например, контракта, то есть дело. Вот Бахмут взяли и все, например, вот так. А расскажите про свою награду, что же Черный Крест, как вы его получили? Это ведомственные награды, это Бахмутская мясорубка и за взятие Бахмута. Черный крест это как бы индивидуальная, ну, задачу выполнили нормально, и индивидуально это дается, и там номер жетона записывается. То есть его невозможно уже потерять. Очень много воспоминаний, но вот так вынь да положь не получится, конечно. Я был мехводом на САУ НОНА, наводчиком, когда вот работает НОНА, а когда передвигаешься, уже мехводом. И мы выполняли, поддерживали штурмовые отряды, чтобы у нас их не было потерь. Минимальные потери были, чтобы у нас БПЛСники, ну, птичники были с нами. Вот так штурма идет, они обнаруживают, например, пулеметные или снайперские точки, и координаты нам дают, и мы уничтожаем их. И дальше продвигаемся. Иногда может, вот страшное вспомнить, это уже страшно. А если он веселый вспомнить, конечно, там веселости тоже хватало. Самое вот это, которое мне запоминалось, когда вот пошли выбирать позицию шестером. Ну, основная цель у нас была как бы выбирать позицию, но отпросились от командования как бы, да. А сами хотели вот этот сурповер, там болгарку взять и все остальное. Ну, там возле Бахмута в гараже стояли, вот хотели вот это, инструменты взять, чтобы у нас все было хорошо. И мы, в принципе, 8 человек поехало, а двое остались, птичники остались там, чтобы нас прикрывать, сверху посмотреть. И тут началось, когда мы уже подходили, началось уже, как бы нас обнаружили, но я не знаю, как обнаружили, если бы через птичку обнаружили, но нас уничтожили бы. Но я думаю, фотоловушка или что-то было. Мы так предполагаем. И за нами начали охотиться, а нас птичников сверху смотрит, бегите вправо, быстрее, быстрее, быстрее. А я уже бегать не могу, у меня воздух прямо с глаз идет, сопли, все это, все, задыхаюсь. Потом, подождите, обратно бегите. Ну, там тоже кого-то увидели, обратно. Мы так бегаем, бегаем. Я уже все, уже. Я думаю, уже дальше бегать не могу. Одним фиг, умру. Ладно, я останусь тут. Я говорю, ребята, уходите, я тут остаюсь. И тут молодые люди, вот ему 26 лет было. Он тоже начал позицию выбирать. Вы что, я же говорю, мне все равно там умереть, я уже не могу бегать. И тут сказали, мы никого не оставляем. И начали все вот этот позицию выбирать. А нас сверху вот это раз и орет. Вы что там тормозили, уже подходят. Ну, пришлось мне разгрузки снимать, ребятам отдать, броника, железку выкидывать. И опять заново бегать. Не помню, там недолго, скорее всего, бегали, ну, минут 10, может, 15, да. Я уже задыхался, у меня все, дышать я не мог. Вот у меня все сопли, глаза, все течет, ничего не вижу, только за ребятами бегаю. И тут как бы сидите тихо, типа огневая поддержка будет. И начали наши стрелять. Потом мы там пару часов сидели, лежали в этой земле. И уже начал я замерзать, уже все, у меня же ничего не было, все впотело, и начал уже замерзать. Ну, это было лето. Ну, потом сказали, давайте, выходите потихо. И вот мы вышли. И вот этот, вот прямо вот так вспоминать, вот это. Я там уже задыхался, я дышать не мог, я уже все, я старый. Ну, вот ребята поддержали,
Потому как бы все живы вышли, нормально вышли. А так были случаи очень много, когда мы теряли силы и расчеты, теряли. Контрбатарейная, когда работа идет, мы силы и расчеты теряли. Высокоточные. Как только начинают по нам работать, мы тоже укрывались там. И нашу нону несколько раз подбили. У нас пороха повзрывались, но как-то тоже тихо обошлось. Ну вот, веселости много тоже, с другой стороны посмотреть. А так, вспоминать вот это, то есть сокровенные вот такие сцены, я вообще не хочу. Вот забывается уже, все потихо. Потом вот иногда вспоминаю лежа. У меня нету такой психики, чтобы я в ночью встал или что-то такое, нету. Просто иногда вон вспоминаю, вон Козулизе был, вот очень веселый парень был, он высокий. И говорил, типа, он на меня вот на спину возьмет, и типа шутили друг с другом. И вот, например, без руки оторвало, потом вообще руки оторвало, он же умер потом из-за этого. Ну, таких случаев очень много. Кем на гражданке работаете? Какие планы? Раньше я работал в городе, вот так, сейчас в Оленевском больнице устроился водителем. Надо родину защищать. У меня старший сын туда ушел. Сейчас он в Крыму по контракту ушел. Родину надо все равно защищать. Потому что мы говорим Украина, Украина, Украина. На самом деле коллективный Запад воюет. Можно уже, я думаю, в открытую сказать, что это коллективный Запад с нами воюет, а не Украина одна.